Это программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Основные правила поведения детей на воде включают купание только в специально оборудованных местах под присмотром взрослых, избегание ныряния в незаконных местах и заплывания за буйки, а также отказ от игр, связанных с захватами и толканием в воде. О безопасности на воде и о том, что нужно знать, чтобы избежать трагедии, мы сегодня поговорим. Наш гость студии Матвей Титов, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Управление прокуратуры Республики Саха-Якутия. Матвей Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какими нормативными актами регламентируются вопросы пребывания детей на водных объектах? Начнем с того, что с наступлением летнего периода, купального сезона, люди у нас массово проводят свободное время на водных объектах, часто туда приезжают с детьми, поэтому важно помнить и соблюдать правила безопасного пребывания на водных объектах. Чтобы отдых на речке, в другом водоеме запомнился только приятными впечатлениями. Необходимо помнить прежде всего, что водный объект – это источник повышенной опасности, и нужно соблюдать осторожность рядом с открытыми водоемами. Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасного поведения на водных объектах, прежде чем детей направлять в лагеря, на различные прогулки, туристические какие-то походы, в особенности там, где есть доступ к водным объектам, к водоемам. Регламентируются эти вопросы как на федеральном, так и на региональном уровне. Был в этом году введен федеральный закон о безопасности людей на водных объектах. Кроме того, у нас есть федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Есть у нас и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, который регламентирует ответственность прежде всего родителей и должностных лиц. Уголовный кодекс Российской Федерации в ряде случаев. Детально регламентируют эти вопросы в первую очередь ведомственные приказы. Например, это приказ МЧС о правилах нахождения на пляжах в Российской Федерации. Также это и региональное законодательство. Например, в республике у нас действует закон о защите населения и территории республики в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Кодекс об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия, который также регламентирует ряд вопросов, связанных с безопасным пребыванием детей на водных объектах. Все указанные, перечисленные мной акты – это не исчерпывающий перечень, еще ряд есть актов, их очень большое множество. Но это основные, они регламентируют правила пребывания детей на водных объектах, полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, которые возлагаются указанными актами на данные органы в целях обеспечения безопасности детей на водных объектах. К сожалению, бывают случаи гибели детей в водоемах. Сколько таких случаев происходит в республике ежегодно? Да, вы правильно сказали, все-таки, к сожалению, да, такие случаи у нас бывают, и они бывают ежегодно. Если мы берем с вами сухие цифры, да, то в 2024 году в результате утопления погибло 10 детей. По республике? По республике в целом, да. В этом году эта цифра гораздо меньше, это 2 ребенка. Но то, что я вам говорю, это сухие цифры. Надо понимать, что да, за каждой цифрой это трагедия отдельно взятой семьи. А в этом году есть случаи подобных происшествий? Вот 2 вы сказали, да? Да, 2. Один из них это на водном объекте, другой случай это в квартире в ванной комнате. Какие причины и условия этому способствуют? Здесь надо отметить, что и органы прокуратуры, и правоохранительные, и иные органы, каждый факт трагедии с участием, тем более, детей на водном объекте, проводится процессуальная проверка органами прокуратуры, также дается оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики, устанавливаются все-таки причины и условия, которые способствовали трагедии с участием ребенка на водном объекте. Как правило, анализируя подобные проверки, причины, они одни и те же.
Я бы отметил в первую очередь это ненадлежащий контроль со стороны законных представителей, то есть родителей. Где-то это недоработка органов и учреждений системы профилактики по информированию населения о безопасных правилах пребывания детей на водных объектах. Это отсутствие специально оборудованных мест для купания, отсутствие в ряде мест запрещающих каких-то табличек, шлагбаумов и так далее. То есть все эти условия, они, к сожалению, способствуют, имеют место быть, способствуют трагедии с участием детей на водных объектах. Ну, говоря о мерах вот, со стороны органов государственной власти, вот что предпринимается, чтобы предотвратить трагедии вот, на водоемах? Органы государственной власти и органы местного самоуправления в целях обеспечения безопасности детей на водных объектах должны в первую очередь создать вот эти специальные места, санкционированные, так скажем, места для купания детей. Кроме того, как я уже указал, информировать население о правилах безопасного пребывания детей на водных объектах. Ну, в первую очередь здесь это касается информации для родителей детей. Что касается органов прокуратуры, то органы прокуратуры также занимаются этим вопросом. За период 24-й текущий год органами прокуратуры различных районов в суды направлено 17 исковых заявлений с требованием оборудовать и определить санкционированные места для купания детей. 14 из этих исковых заявлений удовлетворены на сегодняшний день судами, 3 заявления находятся на рассмотрении. Если все-таки вот мы стали свидетелями нахождения детей на водных объектах вот без взрослых, без присмотра, вот куда нужно обратиться? В случае возникновения чрезвычайной какой-то ситуации, особенно с ребенком, да, на водных объектах, необходимо обращаться по единому номеру 112. Также вы можете обратиться, ну не везде ловит связь, так скажем, да, можно обратиться напрямую и в органы местного самоуправления, в администрацию, в органы прокуратуры, в органы внутренних дел, то есть практически любой государственный орган. Я бы даже здесь порекомендовал обращаться и в тех случаях, когда граждане видят, что дети у нас находятся в несанкционированных местах для купания, тем более там купаются без присутствия взрослых и так далее. И в этом случае также обращаться, чтобы оперативно могли органы внутренних дел, в том числе и органы учреждения иные системы профилактики, отреагировать, прибыть на место и предотвратить возможную трагедию с участием ребенка. Угу. Какие вот, может быть, советы можете дать родителям, чтобы исключить пребывание вот ребенка в таких местах? На самом деле советы, они достаточно простые. Первый совет – это купаться и загорать рекомендуется на оборудованных местах, то есть вне санкционированных мест купаться не нужно. Если вы не умеете плавать, нужно в воду заходить по пояс. Находиться в воде нужно не более 15-20 минут, поскольку да, существует риск все равно обморожения и причинения определенного рода вреда здоровью. Нельзя заплывать далеко, тем более, если там человек не умеет плавать. Даже те, кто умеет плавать, все равно заплывать далеко нельзя, поскольку бывает ситуация, когда человек начинает паниковать, у него заканчиваются силы, и он начинает еще быстрее плыть для того, чтобы добраться до берега. В этой ситуации нужно исключить панику в первую очередь, при необходимости лечь на спину, отдохнуть и дальше уже продолжить плавание. Что запрещается, как я сказал, это купаться в местах несанкционированных, это пребывать в местах и санкционированных, в том числе без контроля взрослых. То есть взрослые здесь, они должны постоянно контролировать ребенка на водных объектах. Потому что момент, когда ребенок да, там может куда-то уплыть или его течение куда-нибудь понесет, это все одномоментно происходит. И даже взрослые, которые умеют хорошо плавать, не всегда могут спасти своего ребенка.
Может быть, напомним нашим телезрителям вот о местах санкционированных, и вот где можно, а где нельзя купаться на данный момент вот в республике. Да, у нас в республике есть 4 санкционированных пляжа. Это в Мегино-Кангаласском районе, в городе Якутске, например, пляж в 203 микрорайоне, он санкционирован, там можно купаться, находиться с семьями, со своими детьми и так далее. Но все равно я отмечу, что даже если санкционировано место, то все равно не нужно ребенка одного туда отправлять, чтобы он там купался, поскольку все равно в этом случае есть определенные риски, что ребенок, например, будет куда-то нырять, куда-то далеко плавать и так далее, и это может закончиться, так скажем, трагедией, грубо говоря. Все-таки сейчас штрафуют ли граждан, если вот попался на несанкционированных водоемах? Отдельной федеральной нормы у нас пребывания ребенка, да, там, или взрослого человека в несанкционированных местах нет, но у нас есть универсальная административная ответственность. Это статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. То есть родители у нас обязаны создавать безопасные условия жизни и здоровья детей. Соответственно, исходя из того, что они отпускают его одного в несанкционированные для купания места, в этом случае родители могут быть привлечены к административной ответственности за указанные действия. Кроме того, стоит отметить, что у нас есть статья 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, это о причинении смерти по неосторожности, оставление ребенка, есть статья 125 оставление в опасности человека. То есть здесь нужно исходить из определенных обстоятельств. Когда дается оценка, например, гибели ребенка на воде, как я уже сказал, в каждом случае органами правоохранительными дается оценка, в том числе и родителей, которые допустили, что их ребенок, допустим, один пребывал на водном объекте, либо остался в условиях опасности на водном объекте и так далее. Я знаю, что регулярно рейды проходят с сотрудниками, с листовками. Вот часто ли вот проходят рейды? Вот. Рейды в основном осуществляют правоохранительные органы. Да, в этой связи туда, как правило, привлекаются и иные органы, учреждения системы профилактики. Это и комиссия по делам несовершеннолетних, и органы управления образованием, и образовательная организация участвует, и органы опеки и попечительства, то есть все органы, которые включены в перечень органов и учреждений системы профилактики, как правило, задействованы в этой работе. Да, действительно, тут я с вами соглашусь, у нас эта работа проводится по информированию, но в ряде случаев, к сожалению, она проводится иногда неэффективно. Все-таки у нас сейчас эпоха интернета, у всех есть телефоны, да, всегда возможно отправить соответствующую информацию в родительские чаты, например, да, что вот реально у нас случаи бывают гибели детей, чтобы родители все-таки внимательно относились и так далее. Спасибо, Матвей Андреевич, что сегодня пришли и рассказали такую подробную информацию. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.